Создание вышитой карты России выходит на финишную прямую. Готовое изделие представит широкой публике уже в эту пятницу, 10 июня, в Чувашской государственной филармонии. Над созданием огромного полотна трудились более 200 мастеров от Калининграда до Камчатки. Вот так, к примеру, на вышитой карте России размером 3 на 7 метров будет выглядеть Алтайский край. Его вместе со своим педагогом создавала первокурсница местного колледжа культуры и искусств Светлана Лавлинских. Она вышивала герб Алтайского края. Колоски. Было непонятно, как вышивать, с чего начать, поэтому было интересно посмотреть, как они будут в завершенной работе. Как должен выглядеть Алтайский край на вышитой карте страны, обсуждали с общественностью. В итоге на канве появились колосья пшеницы, объекты промышленности и колыванская царица Ваз. За эти элементы было отдано больше всех голосов. В основе карты субъекта вышивка крестиком в традициях поляков, староверов. Это потомки русских старообрядцев, поселившихся на Алтае во второй половине XVIII века. Одежда вот у поляков-староверов, предметы быта, они очень богато орнаментированы. Это в основном был холст льняной, ну так скажем, домоткань. Вот. И по домоткани в основном это вот использование двух цветов, это красный и черный. На изготовление карты Алтайского края у педагога и студентки ушло около месяца. Еще немного времени понадобилось на создание второго холста, который будет экспонироваться вместе с вышитой картой России. Он чем-то напоминает полотенце поляков-староверов. На этом полотне мастерицы отразили традиционные орнаменты сибирского региона. Все регионы прислали в Чувашию фрагменты будущей карты. Мастерицы республиканской фирмы художественных промыслов «Пахатерия» уже почти завершили работу по их соединению. Как в итоге будет выглядеть вышитая карта России, покажем в нашем вечернем выпуске в 21:05.